Россия – священная наша держава, Россия – любимая наша страна. Сибай отметил главный государственный праздник страны. Крепкую связь со страной означает «Паспорт твой». В День России первые в своей жизни паспорта получили 25 сибайцев. Сотни ребят и более 50 килограммов краски. В парке культуры и отдыха прошел фестиваль красок. Теперь об этом и другом более подробно. В эфире выпуск новостей, в студии Наиля Ахмедшина. Здравствуйте. Накануне вся страна отметила один из самых молодых государственных праздников – День России. Эта дата объединяет все народы и традиции нашей необъятной страны, все поколения и религии Российской Федерации. Цепочка праздничных мероприятий в Сибае началась с концерта на центральной площади города. 12 июня Россия отметила один из своих главных государственных праздников – День России. Эта дата дважды знаменательна. 12 июня 1990 года, еще во времена СССР, Первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете России. А ровно год спустя, 12 июня 1991 года, состоялись первые в истории России всенародные прямые открытые выборы президента, на которых победил демократ Борис Ельцин. Официально же новое название праздник получил лишь 1 февраля 2002 года, когда в силу вступили положения нового Трудового кодекса. С тех пор 12 июня отмечается как День России. В Сибае праздничные мероприятия начались в 11 часов утра на центральной площади. Уважаемые сибайцы и гости города, сегодня очередная 27-я годовщина со дня принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. Россия – это страна с тысячелетней историей, огромной территорией, уникальным природным и духовным богатством. Страна, соединившая в рамках единого государства множество народов и культур. И в этот день каждый из нас чувствует себя частицей великой державы. Сибайцы встречают праздник с хорошим настроением и большими планами на будущее. С начала года предприятиями и организациями города отгружено продукции на 3 миллиарда 870 миллионов рублей. Построено с начала года 6761 метров жилья, что на 3% больше показателей прошлого года. Запланирован на этот год капитальный ремонт значительной части городских дорог, мостов по улице Баймакской и в поселке Золото. На эти цели выделено 68 миллионов рублей. В рамках программы «Городская среда» в ближайшее время начнется благоустройство 5 дворов. Это дворы домов по адресу Индустриальное шоссе номер 6, 8, 12, Кустимова 4, Строителей 2, Ветеранов 2, Строителей 4/1, Строителей дом 6, Строителей 6/1 и дробь 2, Ветеранов дома номер 6, Чайковского 28. Значительное обновление будет в парке культуры и отдыха имени Гафури. Появятся игровые элементы на сквере в районе Фок-Беркут. Будет сооружен игровой парк в зеленой зоне на территории бывшего кинотеатра «Мир», где сейчас расположен Дом молодежи. Также в поселке Аркаим будет уложен тротуар от выезда в микрорайон до здания школы протяженностью 840 метров. Уверен, что совместными усилиями мы сможем успешно решить все это и наметили на ближайшую перспективу. Дорогие сибайцы, мы сами, наши дети и внуки достойны лучшей жизни в сильном, богатом, независимом, всеми уважаемом государстве. Но и в каждом из нас должен чувствовать свою сопричастность с судьбой страны, вносить свой вклад в общее дело. От всей души поздравляю всех с главным праздником, Днем России. Желаю успехов во всех делах, доброго здоровья, благополучия, оптимизма. Мероприятие шло на башкирском и русском языках. Поздравить граждан с праздником и порадовать своими яркими выступлениями собрались десятки танцевальных и вокальных коллективов города. Полные звезды на тебя глядят, нет, заветный пламень полыхает, то огни Отечества горят, и высокий путь нам освещают. Свет отчизны смотрит на тебя, полыхая вечными огнями, и всплывает китиш, как судьба, отражаясь древними крестами. Россия
Россия, Русь, храни себя, храни. Живи, страна, единая держава, пускай горят отечества огни. Пускай не меркнет над тобою слава. Россия, Русь, храни себя, храни. Живи, страна, единая держава, пускай горят отечества огни. Пускай не меркнет над тобою слава. От границ до самого Кремля ты одна стоишь перед глазами. Это светит Родина моя золотыми вечными огнями. Так живи, родимая земля, где гуляют ветры молодые. Нет другой отчизны у меня. Нет у нас с тобой другой России. Россия, Русь, храни себя, храни. Живи, страна, единая держава, пускай горят отечества огни. Пускай не меркнет над тобою слава. Круто хлеб за вечером и посоле, каждый вечно сам в себе указ. Но на вату белых колоколе сердце отзывается тот час. На том стояли и будем стоять, и эту землю у нас не отнять. И как молитву держу я слова, пока мы живы, Россия жива. Нет предела слабости и силе, не спешим коней мы запрягать. Только если в драку мы вступили, на дороге лучше не вставать. С пьяным клювом обнимать колени и за счастье по миру кружить. А потом на храмовый ступенях каяться, чтоб снова согрешить. На том стоять и будем стоять, и эту землю у нас не отнять. И как молитву держу я слова, пока мы живы, Россия жива. Одни концертные номера посвящались теме патриотизма, другие концентрировали внимание на человеческих чувствах, третьи вдохновляли людей радоваться каждому моменту жизни. Разнообразие тематики и жанров сделали концерт особенно увлекательным.
Наряду с концертом на Центральной площади были организованы спортивные соревнования. Одни показывали свои навыки владения мячом, другие состязались в боксерских поединках. Каждый мог найти себе занятие по душе. В ходе праздничного концерта состоялось чествование лучших работников городских предприятий и организаций. За многолетний добросовестный труд им были вручены грамоты от имени главы администрации Сибая. Кроме того, были вручены почетные дипломы участникам республиканских конкурсов. Поздравляем вас! Сегодня мы участвуем в нашем государственном празднике, отмечаем День нашей страны, День России. И сегодня, в этот день, меня наградили почетной грамотой от администрации города. И я вспоминаю, что сегодня, 1 июля, уже скоро я 25 лет ровно назад приехал в этот город Сибай. И вот уже 25 лет служу здесь. За это время построен храм. Мы одновременно строили и храм православный, и мечеть в эти годы одновременно, 93-й, 4-й, 5-й. Сегодня в этот праздник, конечно, хочется поздравить всех горожан и с этим днем и выразить уверенность, что ли, такую, что все действительно изменится к лучшему в нашей стране, и нас ждет действительно большое будущее. Лиана Кириллова, Данил Алибаев, Радмир Исенгулов, Гульнара Раскильдина, телекомпания СТВ. Празднование Дня России в Сибае было ознаменовано еще одним немаловажным для нашего города событием. Свои двери на базе Центральной городской больницы распахнул Центр современной медицины. Какие возможности исследования организма открываются перед сибайцами, смотрите в материале моих коллег. На торжественном открытии Центра современной медицины присутствовали работники Центральной городской больницы, представители администрации, почетные гости. После церемонии перерезания ленточки гостей ждала экскурсия в долгожданный кабинет, где установлен магнитно-резонансный томограф. На данный момент голову снимаем. Да, голову снимаем. Тут на каждый орган есть разные датчики, разные катушки. Магнитно-резонансная томография – современный метод диагностики, позволяющий получить объемное изображение обследуемого органа или участка тела. До сих пор в республике такой мощной технической базой располагала только Республиканская клиническая больница имени Куватова. Напомним, высокопольный МРТ фирмы General Electric был подарен Сибайской центральной городской больнице Министерством здравоохранения Башкортостана. Подготовлено 3 врача опытных, которые 10 лет уже на компьютерном томографе работали. Аппарат аналогичный, поэтому мы считаем, мы уже подготовлены. Но еще в Уфе недавно прошли обучение, и московские специалисты будут приезжать, обучать тоже перед открытием, то есть перед началом работы. Ну и 2 лаборанта, пока 5 человек будем работать. Ну, все опытные, по 10 лет, которые работали уже, поэтому, думаю, будет нам легко начинать работать. По словам специалистов, принять на обследование МРТ первых пациентов они смогут уже в июле текущего года, после прохождения всех необходимых этапов по лицензированию аппарата. Пройти обследование бесплатно смогут не все. Количество таких процедур будет определено Минздравом. В первую очередь это коснется экстренных случаев. Лиана Кириллова, Евдокия Титаренко, Али Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Параллельно с открытием Центра современной медицины на центральной площади города стартовал праздничный велопарад. Свои коррективы в проведении мероприятия не внесла даже пасмурная погода. Любители здорового и активного образа жизни вышли на дистанцию целыми семьями. Будущее России – это мы. Молодежь России за здоровый образ жизни. Россия – великая держава. С
Спорт всегда был не только средством укрепления физического и нравственного здоровья человека, не только соревнованием, но и силой, объединяющей народы. Доказательством этому стал праздничный велопарад, который дополнил цепочку мероприятий, посвященных главному государственному празднику страны – Дню России. Сотни велосипедистов собрались на центральной площади города, чтобы, объединившись, устроить по городу настоящий патриотический парад. Некоторые сибайцы предпочли выйти, точнее выехать на спортивное мероприятие всей семьей. На велосипедах катаемся всей семьей, только год, наверное. Всем вот приобрели потихонечку, помаленечку велосипеды. Живем возле школы, и поэтому постоянно выезжаем в школу и катаемся по школе, на стадионе. Детям нравится, самое главное, меньше времени за компьютером сидят, за айфонами и так далее. Поэтому будем надеяться, что будут также продолжать не только велоспорт, но и другие виды спорта заниматься, другими видами спорта. Возрастных ограничений для участников велопарада не было. К мероприятию присоединились и люди пожилого возраста, и совсем юные ребята. Многие с флагами Российской Федерации. Такое большое количество участников – плоды труда организаторов молодежного парламента при Совете городского округа совместно с Комитетом по делам молодежи. В общем, набралось около 1000 человек. Несмотря на пасмурную погоду, собирается дождь, народ не испугался. За ЗОЖ вышел, сделал этот круг почета по городу. Для этого были организованы мероприятия, такие как сотрудники госавтоинспекции и отдела МВД города перекрыли дорогу, обеспечили полную безопасность. На велопараде также присутствовали сотрудники медслужб, дабы избежать травматизма среди населения города. В общем, все прошло замечательно, все радостны, все довольны. Еще раз поздравляю всех с праздником России. Будьте счастливы. Участники велопробега проехали дистанцию от магазина «Альфа» на центральной площади по проспекту Горняков до улицы Белова и обратно. По задумке, велопарад не являлся спортивной гонкой. Все участники ехали спокойно и размеренно. При этом к дистанции допускались любые велосипеды, от обычных прогулочных до горных и оригинальных. Некоторые родители, участвовавшие в велопробеге, использовали различные приспособления, чтобы их совсем маленькие детишки тоже смогли проехать в общем параде вместе с ними. Финишную линию велосипедисты пересекали с улыбкой на лице и хорошим настроением. По окончанию велопробега для всех участников был организован конкурс, в ходе которого спортсменов награждали в 10 различных номинациях. Среди них самый патриотичный велосипедист, самый спортивный участник, самый красочный велосипед и другие. Организаторы уверены, что в таком спортивном марафоне в следующем году будет еще больше участников. Я думаю, что такие мероприятия, они набирают с каждым годом все больше и больше оборотов. И будем надеяться, что на следующий год уже будет не 1000, а 2000 человек. Лена Кириллова, Данила Либаев, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Знаменательным День России стал для 25 сибайцев. В этот день им в торжественной обстановке были вручены паспорта. Мероприятие прошло в модельной юношеской библиотеке. Вручение паспорта – это большое и волнующее событие в жизни молодых людей. Этот факт знаменует для юных граждан начало взрослой и самостоятельной жизни. В День России в торжественной обстановке свои первые в жизни паспорта получили 25 юношей и девушек Сибая, которым недавно исполнилось 14 лет. С момента получения паспорта Российской Федерации на новых граждан ложится высокая степень ответственности. Теперь ребятам необходимо еще более тщательно взвешивать свои поступки. Ведь получение документа дает не только права, но и накладывает определенные обязательства. Помимо паспортов, юношам и девушкам были вручены памятные подарки. Гости торжественной церемонии произнесли добрые слова напутствия. Пожелали ребятам быть добропорядочными, хранить и приумножать российские традиции. В свою очередь, виновники торжества пообещали с честью и достоинством носить звание гражданина Российской Федерации. Паспорт дает нам не только право, но и добавляет больше ответственности за свои поступки. С паспортом мы уже можем зарабатывать, но прежде мы должны хорошо учиться. До конца еще нет, потому что все равно в 14 лет это небольшой возраст. И все равно внутри мы всегда остаемся детьми, но уже с паспортом приходит ответственность, и, конечно, ее уже чувствуется она.
Торжественное вручение паспортов молодым людям в нашем городе не практиковалось давно. Однако с целью воспитания у подрастающего поколения чувства гордости, ответственности за свою страну, организаторы планируют сделать подобные мероприятия доброй традицией. Ведь гражданско-патриотическое воспитание – залог крепкого государства. Лиана Кириллова, Евдокия Титаренко, Али Кадыров, Гульнара Раскильдина, телекомпания СТВ. «Моя Родина» – конкурс под таким названием прошел в детском развлекательном центре «Мадагаскар». Его организаторами выступили представители игрового центра совместно с Сибайским телевидением и газетой «Сибайский рабочий». В рамках конкурса рисунков «Моя Родина» детям предлагалось отразить различные аспекты празднования Дня России. Государственные символы страны, портреты известных людей или исторических деятелей России, пейзажи, изображающие природу родного края и другое. При выборе материала участников не ограничивали. В ход шли цветные карандаши, акварельные краски, восковые мелки и даже природные краски. Я мечтаю быть на Красной площади, из-за этого я нарисовал Красную площадь. Я нарисовала наш флаг и вот с интернета нашла картину и срисовала его. Я нарисовала Кремль, детей, салют и еще голубей. И написала «Моя Родина России». Нарисовала землю, наклеила цветочки, облачко нарисовала. Мне никто не помогал, это я сама нарисовала 2 рисунка. Рисунок замок один и нас вот этот Сибай. Я нарисовала свой дом, землю, природу, свою семью. Я нарисовала символ земли. Россия – это мой дом. Любовь к родине – важнейшее чувство для каждого человека, и все участники конкурса об этом хорошо знают. Организаторы в лице представителей Центра «Мадагаскар», редакции газеты «Сибайский рабочий» и журналистов Сибайского телевидения отмечают, подобные конкурсы способствуют воспитанию детей патриотических чувств, уважения и любви к своей родине. Это видение детей, как они вообще видят, представляют, что такое Родина, что такое Россия, какое место Башкирия занимает в России, например, да, что мы, то есть, рисунки нарисованы восхитительно, и видно, что дети очень творческие, интересные, думающие, сознательные. Это радует. Помимо подведения итогов творческого конкурса, для детей также была подготовлена яркая анимационная программа. Герои из сказок и фильмов провели викторину, посвященную Дню России, и организовали интересные игры. В завершение были определены авторы лучших рисунков по 2 возрастным категориям. В дальнейшем же планируется еще масса интересных мероприятий. Среди ближайших – семейный чемпионат, который пройдет 8 июля в День семьи, любви и верности. Семейный чемпионат подразумевает участие родственных команд, то есть в команде должны быть участники родственных связей. Это не обязательно папа, мама, дети, то есть любая вариация, главное, чтобы это была семья. Участие будет проходить на 4 снарядах. Это большой аэрохоккей, маленький аэрохоккей, настольный теннис и даст-дэнс. То есть каждый участник выбирает себе снаряд, и его задача набрать наибольшее количество баллов для своей команды. Семья, набравшая наибольшее количество баллов, получит огромные хорошие призы. Это и сертификат на 1000 рублей от детского спортивного игрового центра, это годовая подписка от Сибайского рабочего и семейная пицца. И, соответственно, 2-е, 3-е место у нас тоже не останутся в стороне. Лиана Кириллова, Альмира Ишкуватова, Али Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Программа празднования Дня России в Сибае завершилась вечером в парке культуры и отдыха. Там состоялись фестиваль красок и танцевальный флешмоб. Как это было, смотрите в нашем сюжете. 3, 2, 1, поехали! Находиться на фестивале красок в чистой одежде – все равно, что быть белой вороной. Впрочем, оставаться нетронутыми здесь не удастся. И если вы пришли на праздник, готовьтесь, что осыпать краской вас могут даже незнакомцы. И обижаться на это нельзя. Опасаться за здоровье тоже не стоит. Краска безопасна и легко отстирывается. В День России в парке культуры и отдыха собралась молодежь города, чтобы в очередной раз устроить яркое и красочное шоу. Решили устроить фестиваль красок. Это вообще фестиваль красок идет из Индии.
Там есть у них духовная такая, получается, краска. Они именно настроение создают этими красками. Когда они друг друга кидают краски, то есть они дарят улыбки и ну, то есть веселый праздник. В принципе, сам смысл у нас это все, как бы мы получаем то, что мы создаем музыку и делаем настроение. Люди очень веселые и радостные. Вход на фестиваль был бесплатным, а вот краски все пришедшие покупали сами, по 100 рублей за один пакетик. Несмотря на пасмурную погоду, желающих оказалось много. По подсчетам, всего было израсходовано около 50 килограммов краски. Так что яркие и разноцветные пятна оказались практически на каждом. Помимо фестиваля красок, состоялись танцевальный флешмоб и дискотека. Ощущения вообще классные, вообще сегодня просто классно, вообще супер, спасибо, что организовали. Было очень классно, вообще классно. Спасибо за праздник. Как вам фестиваль? Нормально, вообще отлично просто. Что именно понравилось? Ну, все. Музыка, сам фестиваль. Ну, как красками обкидывали, ну и все в основном. Отлично, у вас как классно. Да, очень классно. Весело. Когда тебя кидают красками, это было неожиданно. Знаете, такой стоишь, и тебя вот краски кидают. Вот примерно так же. Да. Было очень весело, потому что все друг с другом общаются и новые знакомства. Конечно. Это, во-первых, развлекает детей, но также и взрослых. Так что давайте, мы верим, что все будет классно. Эльвира, ну так как это вода на свадьбе делается? Что такое? Что такое? Такими были новости вторника. Самую актуальную информацию вы всегда можете посмотреть на нашем официальном сайте sibaytv.ru. В студии работал Наиля Ахмедшина. Всего доброго и до встречи в эфире.